В Агудзерском военном госпитале полностью отремонтировано поликлиническое отделение. Деньги, выделенные на этот проект, освоены в полной мере. На следующий год в госбюджет заложены средства на приобретение инвентаря, после чего состоится официальное открытие поликлиники. Мы побывали в госпитале и убедились, насколько улучшились там условия. И вы, зрители программы «Пациент», первыми увидите положительные изменения. Напомню, что хирурги Центрального военного госпиталя Министерства обороны Абхазии первыми в республике освоили операции с помощью эндоскопической стойки и стали новаторами в области пластических операций. Госпиталь на сегодняшний день второй в стране по обращаемости пациентов. Сегодня мы расскажем и о некоторых специалистах. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Омар Маланья всегда хотел стать доктором. Это его личный выбор. Родители не стали противиться желанию сына. В семье он первый, кто связал свою жизнь с медициной. Спасение жизни, наверное, основное. Желание помочь больным, нуждающимся. В принципе, это основное. Сострадание и желание, действительно, реальное желание помочь нуждающимся. А до больных достаточно много. Вот, собственно, сострадание, желание, искреннее желание помочь людям. Это, наверное, основное. Хирург Лаша Какалия с детства хотел стать врачом, и когда пришло время выбирать профессию, кроме медицины ничего другого даже не рассматривал. Родители, видя такое неимоверное желание сына, не стали навязывать ему свое видение его будущего. Как родители рассказывают, прям с 1 класса всегда хотел быть врачом, и, слава богу, пришли к этому. Я вот как-то никогда ничего другого и не рассматривал, как-то любовь к медицине с детства. Не знаю, просто внутренний голос подсказывал, наверное. Омар Маланья поступил в военную медицинскую академию в 2007 году. В 2013 году окончил ее по специальности лечебное дело. Затем ординатуру по специальности хирургия. Прошел курсы профпереподготовки по эндоскопии. Освоил курсы по ультразвуковой диагностике. Омар периодически повышает уровень своих знаний, проходя различные курсы и тренинги. С 2013 года и по сей день Омар работает в военном госпитале. Начинал как хирург, а сегодня он заведующий отделением хирургии. Какой пациент? И какой он должен быть пациент? Он послушный. Вот наши пациенты, они следуют ли, они выполняют ли все назначения врача? За исключением некоторых, да, очень достаточно много попадается недисциплинированных, так скажем, пациентов. Все хотят все и сразу, и чтобы одним днем, и никогда в жизни больше не было проблем. Это из области фантастики. Это должно быть чудо какое-то. В чудо-то все верят, но не всегда получается так, чтобы один раз что-то сделал и на всю жизнь исчезли все проблемы в жизни. Дисциплина у пациентов, соблюдение, строгое соблюдение тех рекомендаций, которые мы даем. Вот. Поначалу, первые дни, недели это все соблюдается, потом, как только все налаживается, возвращается абсолютно к своей обыденной норме. Вот, в принципе, наверное, основное, что можешь, какая проблема, с нашим пациентом. Лаша Какалия поступил в военную медицинскую академию. Так как жил он в Агудзере, с первого курса проходил практику в военном госпитале. И по окончании учебы работать он хотел именно здесь. Так и получилось. Сегодня он врач-хирург общей практики в этом лечебном учреждении. Так как я жил тут рядышком, в Агудзере, Ачи Базурав Маехович был тут главврачом, я пришел, сказал, вот, хочу у вас научиться. И он как-то под крыло взял к себе, и вот на протяжении всей учебы ходил сюда. И после окончания даже не рассматривал никакую другую больницу. Дикая любовь именно к этому учреждению. Так и осталось по сей день. Работаю здесь с удовольствием, как одна большая дружная семья у нас. Самое приятное, это когда после больших сложных операций пациенты самостоятельно уходят домой. Это самый большой плюс. Минусы тоже присутствуют, но я думаю, не стоит о грустном. Так. Но мы стараемся только положительное во всем видеть, поэтому
на минусы стараемся не смотреть. Хирурги Омар Малани, Лаша Какали и Руслан Мукба направляются в операционную. Сегодня они оперируют пациента с паховой грыжей. Это одна из наиболее распространенных патологий. Она проявляется в любом возрасте. При обнаружении паховой грыжи необходимо в короткий срок сделать операцию по ее удалению. Это позволит не только избавиться от проблемы, но и избежать развития патологии и сопутствующих заболеваний. В госпитале проводят операции современными малоинвазивными методами и не только данной патологии. Пациента оперирует доктор Малания, ассистируют Мукба и Какалия. Это относительно несложная операция. Здесь выполняют и более сложные хирургические вмешательства. К примеру, на сердце. Молодой человек был доставлен в госпиталь на скорой помощи с ножевым ранением. Доктор Малани оперировал его. Пациент уже выписан. Его жизни ничего не угрожает. Военный госпиталь сегодня – это многопрофильное медучреждение, в котором несколько отделений – терапевтическое, хирургическое, стоматологическое, травматологическое, физиотерапевтическое, отделение скорой и неотложной помощи, анестезиологии и реанимации, переливания крови, а также поликлиника и клинико-диагностическая лаборатория. Военный госпиталь сейчас оказывает практически полный объем медицинской помощи. Это общая хирургия, гинекология, урология, травматология. Это касаемо хирургического направления, также и терапевтическая патология. Можем использовать малоинвазивные методы обследования, лечения. Это такие, как лапароскопия, эндоскопия. То есть у нас это все есть и занимаемся уже не первый год. Оборудование, в принципе, достаточно прилично, в хорошем уровне. На данный момент у нас есть, в принципе, все необходимое для оказания высококвалифицированной, специализированной медицинской помощи. Будет это лапароскопия, открытые операции. В принципе, на данный момент хотелось бы, конечно, побольше и получше иметь. Но то, что мы имеем, на достаточно хорошем уровне, чтобы оказывать полноценную помощь практически во всех направлениях. Да, постоянно все совершенствуется. Постоянно что-то новое появляется. И вот, конечно, хочется, чтобы это новое было и у нас тоже, как и во всем мире цивилизованном. Наша больница по числу пациентов уверенно на втором месте в республике. То есть мы обслуживаем всю восточную часть. И есть пациенты, которые и приезжают с другой стороны тоже. Принципиально в эту больницу хотят. Так что я считаю, что мы для наших объемов вполне очень даже уверенно держим марку. Что касаемо хирургического отделения, мы можем выполнить лапароскопические малоинвазивные операции, грыжи, холециститы. У нас есть гинеколог, который у нас штатный врач. Показываем гинекологические операции. Также лапароскопией. И с недавнего времени занимаемся еще бариатрией. В штате госпиталя 232 человека, 56 из которых врачи. Именно они составляют профессиональный и научный потенциал медучреждения. В большинстве своем это молодые люди, окончившие лучшие российские профильные вузы: военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге, мединституты в Москве и Краснодаре. И сегодня многие из них – будущие лор-врачи, пластические хирурги, неврологи, нейрохирурги – продолжают обучение в России и в скором времени должны вернуться в Абхазию. В Абхазии экстренную лапароскопию так получилось, что мы первые начали, и, слава богу, все успешно. Сейчас лапароскопически можем, начиная от просто диагностики, да, то есть если у человека такое состояние, болезненный живот, непонятное состояние, то можем диагностику сделать. Начиная от диагностики, то и там аппендицит, холецистит, холецистэктомия, по гинекологии, там, гистерэктомия, там, матку убрать, придатки и тому подобное. Плюс еще лапароскопические грыжу сделать, то есть герниопластика. То есть все эти возможности есть. Благодаря начальнику, который оборудование нам все это приобрел, обеспечил.
есть возможность все это сделать. Здесь, в госпитале, в силу того, что у нас нейрохирурга на данный момент нет, кроме нейрохирургической помощи в госпитале, все оказывается. То есть нейрохирурги у нас есть, они должны приехать, да, они должны приехать, уже в должность вступить. Кроме нейрохирургической помощи, остальные там и травматологическая, урологическая, сосудистая, хирургическая, терапевтическая, вся остальная помощь в госпитале оказывается. То есть есть все специалисты. Единственное военно-медицинское лечебное учреждение Абхазии было основано 20 октября 1995 года на базе существовавшей с 1967 года медсанчасти СФТИ. Центральный военный госпиталь Минобороны оказывает специализированную экстренную и плановую медицинскую помощь военнослужащим и членам их семей, сотрудникам МВД, СКБ, МЧС, гражданскому населению, проводит военно-врачебную экспертизу. Кроме того, в госпитале всегда принимают и лечат военнослужащих пограничной службы ФСБ России, 7-й военной базы и членов их семей. Медицина у нас достаточно на хорошем уровне, но хотелось бы все-таки проблема в оборудовании. К большому сожалению, оборудование очень часто, да, там, ну, не очень часто, но выходит из строя. Вот, у нас нет, в принципе, вообще специализированных практически людей, которые занимаются вообще ремонтом оборудования, и плюс проблемы с закупками самого оборудования. То есть что-то привозится, оно работает, выходит что-то новое, а новое, как правило, практически всегда оно лучше. И, соответственно, проблемы с приобретением оборудования, расходного материала. Оборудование можно закупить, оно прослужит много-много лет, но расходные материалы к ним, в том числе и касаемо и бариатрических, не только вся лапароскопия, все мини-инвазивные операции, обследования требуют очень-очень большого расходного материала. Как правило, это все одноразовое, очень дорогостоящее. Вот огромная проблема с расходными материалами. Вот в этом основная, наверное, основная проблема. С недавних пор в военном госпитале стали выполнять бариатрические операции. С этой целью молодые доктора Умар Малани и Лаша Какалия прошли курсы переподготовки. На данный момент прооперированы уже 5 пациентов. Все не чувствуют себя хорошо, находятся дома и периодически консультируются со своими врачами. Во всем мире это очень востребованная операция. Связано это, вероятнее всего, с образом жизни, с питанием и так далее. То есть эта операция направлена на помощь людям, которые страдают ожирением. Вот. Мало кто готов и согласен это заниматься собой, так скажем, да. Это изнурительные тренировки, ограничивать себя в диетах. Вот. И у многих это просто не получается по каким-то определенным причинам. Вот. И, собственно, очень актуальна эта проблема и у нас, и в Абхазии, как и во всем мире. Собственно, учитывая, что есть спрос, так скажем, да, и актуальная проблема, обучались именно в этом направлении в том числе. И, собственно, уже 2-й месяц, можно сказать, как мы начали это делать у нас здесь на базе военного госпиталя. Сколько уже вы выполнили операций? Уже 5 операций выполнено здесь у нас в госпитале. К большому сожалению, держать свое тело в форме очень многих не получается. Образ жизни изменился, сидячий образ жизни, питание поменялось. То есть, собственно, оттуда и все проблемы с излишним весом, с ожирением. Вот. Раньше приходилось всем выезжать за пределы страны. Вот, то есть, и теперь это можем делать и мы здесь. Бариатрия, как показывает всемирная практика, это очень востребованная операция, так как люди, страдающие лишним весом, которые самостоятельно не могут избавиться от этого, стараемся им помогать теперь. Любая операция, она имеет свои риски, свои осложнения, и бариатрия не исключение. Это с виду скажем простым языком, 4 дырочки в животе, но при этом это очень большая травматическая операция для организма. Если соблюдать все рекомендации, то проблем не должно быть. То есть там строгие ограничения по питанию, строгие ограничения
вообще в целом меняется полностью образ жизни. И потом человек к этому привыкает, и все хорошо. При сахарном диабете выполняют такие операции. То есть за счет того, что усваивается меньше всего, то есть нормализуется уровень сахара в крови. То есть одна из причин тоже. Там есть разные виды бариатрических операций, и разным пациентам подход индивидуально идет. Мы делаем продольную резекцию желудка, слив-резекция называется, и гастрошунтирование. То есть это убирается большая часть желудка, и около 1,5 метра кишки еще отключается. Но это инсулинзависимым пациентам рекомендуется делать. Сегодня начальником госпиталя является подполковник медицинской службы Аляс Чинджулия, невролог, окончивший академию в Санкт-Петербурге. После окончания учебы он начал работать в госпитале и после безвременного ухода Зурабачба заменил его в должности. Совсем недавно завершился ремонт в поликлиническом отделении госпиталя. Удалось нам сделать ремонт в поликлиническом отделении военного госпиталя. Деньги, выделенные на этот проект, в полном объеме освоены. Также в проекте бюджета следующего года заложены средства для оснащения нужным инвентарем, оборудованием поликлиники военного госпиталя. Кадрами мы достаточно обеспечены. Двумя словами остановлюсь на них. Они у нас периодически, даже регулярно совершенствуются, повышают уровень своей квалификации не только в клиниках Российской Федерации, но и за рубежом. Посему, видя их рвение к науке, мне как руководителю хочется максимально создать им комфортные условия для оказания квалифицированной помощи нашим пациентам. На этом этаже находятся у нас все специалисты амбулаторного звена, начиная с хирурга, терапевтов, УЗИ-кабинет, гастроэнтерологи, гинекологи. То есть в этом плане мы полностью оснащены. Кадрового дефицита не испытываем. УЗИ есть, да? Да, УЗИ есть. Да, современная аппаратура экспертного класса. Да, как вы заметили, проделано немало, но впереди придется сделать еще больше. После ремонта поликлиника выглядит совсем по-другому. И чтобы было понятно, какая работа была проделана, предлагаем вам кадры до и после. Сравните, как было и как стало. Большой вклад в оснащение госпиталя внес Минздрав Республики, который передал медучреждению операционный набор, коагуляторы, операционные лампы и стол, а также рентгенаппарат и автоклав. Врачи больницы постоянно совершенствуют свои знания, и руководство госпиталя предоставляет им такую возможность. Мы оснащены довольно-таки неплохо, работать есть чем, проблем с этим нет. Но всегда, конечно, хочется лучше. Есть новые лапароскопические стойки, там и изображение получше, и сама передача, цветопередача, все. Если говорить об этом, то, конечно, всегда хочется иметь все новое, все самое лучшее. Но учитывая, как медицина идет стремительно вперед, то надо регулярно, я думаю, посещать разные
конференции, повышать свои уровни. И я думаю, это обязательно. Ну, у вас находите возможность, время, Да, как часто да, вам да, удается да. У нас, повышать квалификацию? Ну, так как это военный госпиталь, наши повышения, все мы согласовываем с нашей Минобороны, и, как правило, нам в этом не отказывают. По словам главврача, ведущие специалисты госпиталя – это хирурги. У нас нет сомнений, что наши хирурги во многих направлениях лучшие в республике, говорит Аляс Чинджолия. Уже сегодня в отделении проводятся плановые хирургические операции при сложных заболеваниях органов брюшной полости, молочной железы и мягких тканей и многие другие. Если раньше госпиталь был перевалочным пунктом, сюда в основном доставляли экстренных больных для оказания первой медицинской помощи, а затем их отправляли в республиканскую больницу, то сегодня здесь на месте могут оказать необходимую квалифицированную помощь. И, конечно же, врачи госпиталя призывают пациентов следить за своим здоровьем и периодически проходить профилактические проверки. Как всем известно, все обращаются за медицинской помощью, когда вот уже все прихватило, уже некуда деваться, некуда бежать, так скажем. Только тогда обращаются, основная масса, на профилактические какие-то осмотры, провериться, да, так, чтобы понятно было, крайне редко кто вообще, в принципе, обращает. Это прям единицы, который просто пришел и хочет провериться, так как там давно не проверялся или никогда не проверялся. А абсолютное большинство обращений – это когда уже все болит, ничего не помогает, самостоятельно перепробовали все, что было в арсенале дома, и только тогда обращаются. А заранее прийти провериться, пообследоваться, та же самая профилактика, да, профилактический осмотр, элементарная сдача анализов. Наверное, все-таки единичные какие-то случаи, очень сильно удивляет такое обращение, что человек пришел и просто хочет провериться, потому что давно что-то не делал. Ну вот какие вы топ-3 анализа, допустим, советовали бы сдавать своим пациентам периодически? Самое элементарное – общий анализ крови, общий анализ мочи, кардиограмма, рентген легких. Ну, это все сдается с определенной периодичностью, да, с определенным интервалом. Но вот это самый минимум, который, в принципе, можно пройти абсолютно в любом месте, будь то госпиталь, будь то все остальные другие учреждения. И плюс частных организаций достаточно много. То есть не принципиально, чтобы кто-то сдавал именно у нас или именно там. То есть это абсолютно доступно, абсолютно для каждого. Здесь работают молодые перспективные специалисты, преданные профессии. Они уверены в себе и знают, что у них все получится. Те, кто регулярно лечится, здесь замечают изменения и с удовольствием отмечают, что госпиталь преображается. Подобные мероприятия будут продолжаться и в будущем году. Вот такие вот приятные события происходят в военном госпитале. Руководство больницы совместно с Министерством обороны намерено и в дальнейшем оснащать больницу необходимыми кадрами и оборудованием, а также поэтапно ремонтировать корпус госпиталя. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!